Друзья, добрый день всем! Решил сегодня вам отснять вот такой вот интересный аппарат. Посмотрите, просто шикарнейшие формы. Это Toyota Soarer на самом деле. Не смотрите, что шильдик Lexus. Видимо, какой-то японец хотел себе Lexus, но в итоге купил Soarer. По сути, это аналоги автомобиля. Есть такой же Lexus, есть такой же Toyota. Это Toyota Soarer, мотор у него 4.3, коробка только автомат. Ручки механики не бывает, хотя было бы весело, конечно. Lexus называется вообще SC430. Вот. Такой вот он имеет кузов. Шикарный, да? Посмотрите. По мне, это, наверное, один из немногих вариантов такой машины без крыши. Кабриолет, который будет радовать вас, реально. Только задний привод. 4.3, 280 сил. Такой же мотор, как и на Toyota Celsior, Toyota Majesta. Все одинаково. Ну, давайте посмотрим салон. Место здесь только для двоих пассажиров. Вот у этого аппарата конкретно 150 тысяч пробег. Ну, что мы здесь видим? Сидушка потертая. Ну и какие-то мелочи по кузову. Да, кожа у них страдает. Вот. А так, в принципе, машина в порядке. То есть все остальные элементы в очень хорошем техническом состоянии, эстетическом. Сзади места, как видите, нет. Здесь даже под прямым углом эти сиденья. Ну, то есть здесь сидеть совершенно невозможно. Ребенка нужно будет просто лежмя ложить как-то, чтобы он сидел там максимум. Поместился, иначе никак. Здесь очень хорошая музыка. Такая достаточно аскетичная, простая панель. Лексусовская, да, кстати, узнаете? Очень похожа торпеда на Harrier. Крыша очень прикольно открывается и закрывается. Сейчас мы заведем этого малыша. Послушайте, как он звучит. Он звучит очень хорошо. Вроде мотор такой же, как на Celsior, но он почему-то звучит иначе, не похоже. Звук очень такой мягкий, басистый. И машина аж колыхается, когда газуешь. Посмотрите, как его колыхает. Ну, незаметно, но приятно. Музыка здесь хорошая. Марк Левинсон. Вот тут можно увидеть по шильдику на колонке. Да. Какой-то гибрид Lexus и Toyota на самом деле. Сиденье с подогревом, отключаемый антибукс. Зимний, скажем так, и стандартный режим для работы коробки. То есть зимой, в принципе, можно где-то проехать. Музыку включать не будем, но я вам скажу, что она реально шикарная. Я уже включал. Какой-то японец ездил здесь, японский рок слушал. Бардачок маленький обычный. И крыша. Самое интересное, если хотим закрыть, то нам нужно зажать вот эту кнопочку. И вот так вот это все происходит. Оп. Интересно, да, все это? Ой, что-то там кричат, я аж испугался, думал мне. Кстати, если кнопку оставить и не нажимать, то крыша зависнет вот в таком положении, в котором она и была. Для того, чтобы продолжить, нам нужно держать постоянно кнопку. Вот. Оп. Оп. Все, багажник мы закрыли. Сами автоматически закрываются окна. Вот. Ну и теперь мы с автомобилем, у которого есть крыша. Давайте посмотрим снаружи теперь, как это выглядит. Наша трансформация. Теперь это вот такой великолепный двухдверный автомобиль. Ну, по мне ему без крыши куда интереснее. Куда интереснее он смотрится без крыши. Все-таки машина летняя. Валит она, я вам скажу, безумно. Как-то к нам привозили такой же синий, он был с компрессором Томс. Там 280 сил, плюс еще компрессор, я думаю, 50 точно накинул. Человек говорит, машина просто страшная, компрессор в итоге сняли, потому что ездить было невозможно. Так, сейчас мы откроем капот. Покажу вам этот легендарный 4.3 3UZ-FE, я думаю, все узнают. Очень похоже, все цельсиоровское, все практически точно так же сделано. Вот такой вот небольшой краткий обзор. Ну, машина простая на самом деле, вот так вот, если по опциям. Особо здесь показывать нечего. Естественно, здесь есть антибукс, ABS,
и прочие няшки. Есть электросиденье. Ну, все просто на самом деле, правда. Я не знаю, что о нем говорить, потому что говорить особо нечего. Тут надо просто слушать. Звук у него шикарный. На нем надо ездить и слушать его. Приятно, да? Да, звук поистине великолепен. По-моему, это один из самых таких приятных звуков у моторов на Тойоте, объемистых имеется в виду. Ну ладно, поставим его на место и пойдем дальше смотреть машинки.